Реализация двух федеральных проектов – самые важные задачи, которые стояли перед республиканским Минобром. С 2019 года Ингушетия принимает участие в реализации проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка». За это время открыты центры образования по проекту «Современная школа». А реализация проекта «Успех каждого ребенка» позволила открыть 300 учебных кабинетов в 105 образовательных организациях. На базе 12 образовательных учреждений открыты новые точки роста. Это цифрового и гуманитарных профилей. То есть сельские поселения, учреждения общего образования охвачены дополнительно 12 точками роста, что позволит потом впоследствии им выстраивать правильную профориентационную работу. На эти площадки они используют дополнительно для технических направлений и гуманитарных в том числе. Начали мы в 2019 году в декабре месяце. И на сегодняшний день у нас 83 школы уже имеют данное оснащение. Важную роль в вопросе улучшения качества образования сыграла и федеральная целевая программа развития образования. Только за один год провели капремонт в 13 школах республики. С новым учебным годом дети просто не узнали свои альма-матер. В этом году отремонтированы 3 спортивных зала, 4 площадки спортивные установлены на базе образовательных учреждений, расположенных в сельской местности. И 7 спортивных клубов созданы. В прошлом году Министерство образования участвовало в конкурсном отборе и получило субсидию на проведение данных работ в размере 15 миллионов. И тоже к 1 сентября мы практически 100% завершили все работы. И 1 сентября дети пришли в отремонтированные спортивные залы и установленные спортивные клубы. Также, как всем известно, Министерство образования участвовало в программе модернизации школьных систем образования, то есть в народе называемых капитальным ремонтом. Всего их на данный момент 23, уже соглашение подписано, 10 учреждений проведут капремонт в 2023 году. В этом году учителя школ Ингушетии в рамках различных программ проходили курсы повышения квалификации, в том числе на базе открытого в республике в 2021 году Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Эта задача была поставлена и вами в 2020 году, Институт повышения квалификации. К сожалению, на тот момент у нас не было возможности ни по зданию. И здесь, получается, в прошлом году мы участвовали в конкурсном отборе и получили субсидию для открытия Центра непрерывной переподготовки и профмастерства. Сейчас мы имеем полностью эту возможность. У нас заключен контракт с Московским государственным университетом в плане переподготовки математики. Мы сначала работали на общих условиях, потом с учетом того, что у нас дотационная республика, мы исправно оплачивали несколько своих соглашений, они перешли на дистанционный формат. В республике второй год ведется работа по зачислению школьников региона в проект заочной физико-технической школы Московского физико-технического института. Более 1000 учащихся вовлечены в клубы ЗФТШ. Открыты 48 факультативных групп. Одним из ключевых событий в системе доп. Образования является открытие Центра одаренных детей «Олимп», где выстроена эффективная система работы с одаренными детьми и молодежью нашей республики. Своевременно нам удалось тоже провести эти конкурсные мероприятия. Именно попали мы под тот комплект оборудования, который был забронирован. И своевременно нам удалось тоже ввести это здание в эксплуатацию. Видите, это скалодром, он выдерживает каждый камень по 800 килограмм. Здесь 2 педагога-инструктора прошли переподготовку, уже вернулись. У них созданы уже условия для занятия необходимым всем направлениям технических направленностей. Также результаты есть от детей? В марте месяце мы планируем на базе Сириуса направлять уже для участия в конкурсе всероссийского. Это будет первая площадка. Благодаря поддержке федерального центра и содействию главы региона в республике создаются современные условия для воспитания, обучения и развития личности. К примеру, в этом году удалось успешно реализовать ряд проектов, связанных со строительством школ, обеспечением бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов. 37 446 детей в этом году уже с нового учебного года имели возможность в полном объеме. Мы сфотографировали столовые в рамках вашего указа, которые были, это не школовые, но столовые новых школ, а те, которые были пристроены. Да. Сейчас мы имеем возможность 100% обеспечивать горячим питанием из федеральных средств. Это очень серьезная работа была проведена, чтобы обеспечить горячим питанием.
Если там не договорились бы, то я не знаю, у нас бы и в последующем не было финансирования. Лично я объездила 36 школ в рамках проверки, потому что Минпросвещение ставило задачу приоритетным, и мы заключили договор с Центром гигиены, то, что Сколько называется у нас раньше вот жалоб санэписан. на питание? Вот поэтому мы выезжали, потому что ни единой на портал горячей линии не поступало. Я даже не думал, что мы успеем это сделать. И ездили каждого почти эту школу, и я думал, как мы здесь во дворе будем что-то делать. Сделали же. Вице-премьер также сообщила об исполнении распоряжения главы республики по оказанию социальной помощи семьям мобилизованных. Пункт, касающийся системы образования Б, указатель. Список мобилизованных военнослужащих, чьи дети были с того момента, как был издан указ, определены без очереди дошкольные образовательные учреждения. Общее количество составляет 91 ребенок. За это я вам огромное спасибо говорю. Далее, Махмуд Алимакшевич, в 4 семьях дети не были обеспечены учебной литературой. Вы в курсе, что в этом году у нас поставки не было. Они были переехавшие, они в полном комплекте обеспечены. Сейчас путем перераспределения из других школ мы обеспечили, а также трудоустроили 4 воспитателя из 7 мобилизованных. Проведена в республике и работа по организации поступления абитуриентов в высшие учебные заведения страны. В этом году 100 абитуриентов поступили в различные вузы России. Особое внимание уделяется развитию среднего профобразования. Так создано 11 мастерских на базе 4 колледжей республики. В течение 2 лет планируется запуск еще 30 подобных мастерских. Муслим Ганиев, Новости 24.